Дела сердечные сегодня обсуждаем в студии «7 дней плюс» Татьяна Тимошенко и гость нашей студии Зульфия Фаритовна Ким, заместитель главного врача 7-й городской больницы имени Садыкова, главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан и заслуженный врач Республики Татарстан. Здравствуйте. Здравствуйте. О сердечной недостаточности как о черте характера и влиянии на сердечно-сосудистые заболевания мы в конце программы поговорим. А сейчас вот такой вопрос. Заболевания сердечно-сосудистой системы по-прежнему занимают верхние строчки в причине смертности. И кроме того, по результатам прошлого года в некоторых наших районах сохраняется высокая степень смертности трудоспособного населения. Вот почему сердечно-сосудистые на верхней строчке? Да, вы знаете, эта проблема действительно очень актуальна, и актуальна не только для некоторых районов, и не только для Республики Татарстан, и для России в целом, и для всего зарубежного медицинского сообщества. Почему? Наверное, потому что мы научились лечить острые сердечно-сосудистые катастрофы, и наши пациенты доживают до сердечной недостаточности, доживают до различного рода нарушений ритма проводимости сердечной деятельности, которые могут в перспективе привести вот к терминальному поражению сердечно-сосудистой системы. Это проходит очень длительный период, к счастью. Таким образом, мы удлиняем продолжительность жизни, сохраняем здоровье пациента. Но, к сожалению, сердечно-сосудистые заболевания остаются лидирующими, наверное, еще и потому, что увеличивается воздействие возможных факторов риска на развитие тех факторов, которые, как известно, приводят к развитию любой сердечно-сосудистой патологии. Всем известные факторы. А у сердца есть какой-то резерв, срок годности, как у насоса? Вы знаете, это сложно сказать, поскольку это зависит от множества, опять же, факторов. В первую очередь, это наследственная предрасположенность, это характер и образ жизни человека, это те сопутствующие заболевания, которые есть у нашего пациента. И поэтому резервы, они безграничными, их, конечно, называть нельзя, но повлиять на эти резервы, сохранить их и продлить жизнь пациенту мы в состоянии. Сердечно-сосудистые заболевания молодеют? К сожалению, да. К сожалению, да, сердечно-сосудистые заболевания молодеют, и если мы говорим об острых проявлениях, инфаркт миокарда, инсульт, что тоже относится к сердечно-сосудистым заболеваниям, если мы говорили несколько десятков лет назад о том, что это редкие ситуации, инфаркты у женщин до климактерического периода. Это до скольки лет? Это до 51 года. Ну, в среднем климакс наступает в 51 год. А то в настоящее время, к сожалению, мы говорим о том, что мы отмечаем большее количество и молодых женщин, и молодых мужчин, у которых появляется не только само сердечно-сосудистое заболевание, например, гипертония, да, самое распространенное, но вполне возможно и более серьезное, более, скажем, продвинутое состояние заболеваний, такие как ишемическая болезнь сердца или цереброваскулярное заболевание с возможным инфарктом либо инсультом. А вот какой самый молодой, может быть, инфаркт был зафиксирован у нас? Ну, мы говорим о примерно среднездоровом человеке. Вы знаете, причины инфаркта ведь разные. Если да, это может быть физическая нагрузка, это может быть хроническая какая-то причина. Это может быть какое-то токсическое воздействие, которое привело к избыточному спазму коронарных артерий, и в итоге развился инфаркт. Но если мы говорим с вами о инфаркте миокарда как следствие заболеваний сердечно-сосудистой системы, вследствие атеросклероза, всем известный термин, но именно вот этот атеросклероз, поражая сосуды, которые кровоснабжают саму сердечную мышцу, приводит к развитию инфаркта либо каких-то других вариантов ИБС. В рамках ишемической болезни сердца самый ранний инфаркт, наверное, это в возрасте 25-27 лет. У тех пациентов, у которых отягощена наследственность. А есть какие-то гендерные особенности? Есть. У молодых пациентов чаще это мужчины, если мы говорим об инфаркте, ишемической болезни сердца. А в более зрелом возрасте, то есть это 50 и старше, здесь это увеличивается доля женщин. Да. Ну и, естественно, к сожалению, в связи с тем, что продолжительность жизни у мужчин и у женщин, они различаются не в пользу мужчин, то мы понимаем, что в самой зрелой паре большее количество, конечно, у женщин. Вот существует такое мнение, что сердце вдруг не выдержало, что сердечный, приступ, я уж просто так скажу, он настиг нежданно-негаданно. Так ли это? Вот на что обращать внимание?
Какие звоночки могут быть? Вы так очень красиво, завуалированно сейчас сказали о возможном воздействии стресса на сердечно-сосудистую систему. Действительно, это очень мощный фактор, и мы его выделяем как самостоятельный психоэмоциональный стресс. И еще один самостоятельный новый фактор, относительно нового фактора риска, это недостаточно неполноценный ночной сон. Если пациент находится в условиях очень серьезного выраженного стресса, такого, который приводит к бессоннице, к какому-то, к необходимости находиться в бодрствовании, к необходимости переносить какие-то невероятные эмоциональные нагрузки, и при этом пациент, может быть, курит, может быть, употребляет большое количество кофе, и действительно вот это все вместе может привести к тому, что, как вы назвали, сердце не выдержало. Еще то есть внезапная сердечная раньше смерть. говорили, сердце разорвалось от любви. Такое возможно? Да, вы знаете, такое тоже возможно. Есть такое очень поэтично, называется такое заболевание или состояние, скажем, относительно новое, описано в конце 20 века, называется синдром разбитого сердца. Совсем, это, скажем, такое романтизированное название, да, в действительности это кардиопатия. В конце 20 века только описано. Да, впервые описано. Это называется, с точки зрения медицины, кардиопатия Такацуба или катехоламиновое повреждение миокарда, когда избыточная стрессовая Звучит ситуация... тоже красиво. Когда избыточная стрессовая ситуация, будь то какая-то личная трагедия, приводит к выбросу большого количества адреналина и других катехоламинов, и это повреждает сердечную мышцу. Не всегда, к счастью, пациенты погибают, но изменения на кардиограмме, изменения в состоянии здоровья, они могут напоминать инфаркт. То есть это инфарктоподобные изменения, к счастью, обратимые. Поэтому может ли разбиться сердце от любви? К сожалению, может. И от страха, наверное, тоже. Да, мы говорим о любом стрессе. Впервые это описано в Японии, когда женщины возраста 40+, перенесшие землетрясение, стали жаловаться на боли в сердце, их обследовали, и оказалось, что вот это именно воздействие катехоламинов, и, собственно, дальше уже появилась целая серия наблюдений, и действительно это было в конце прошлого века. Какие главные факторы все-таки развития заболевания? Мы, наверное, должны сказать о двух больших группах. Неравнозначные две группы. Они, наверное, равнозначны по вкладу в вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Те факторы, на которые мы не можем повлиять. Это наследственная предрасположенность, это возраст, это половая принадлежность. И те факторы, на которые повлиять можем. Они всем хорошо известны. Это, естественно, курение, это стресс, это тот недостаток сна, полноценного ночного Курение, сна. я сразу уточню, это только табак или это вот новые вот эти вот приспособления? Вы знаете, с точки зрения медицины, наблюдение за прогнозом тех, кто употребляет новые приспособления, очень недолговременное. Короткое. Тем не менее, мы говорим категорически нет любому курению, будь то традиционный табак, содержащий изделия, будь то какие-то заменяющие девайсы, это в любом случае очень серьезный ущерб не только сердечно-сосудистой, но и бронхолегочной системе. Поэтому курения категорически нет, так же, как и алкоголь. Вы наверняка помните, некоторое количество времени назад предполагалось, что небольшое количество алкоголя вполне полезно. Я бы сказала, даже пропаганда велась. Определенная. Это стиль жизни тоже. Вроде бы как полезно для здоровья. Средиземноморская диета да, и так далее. к средиземноморской диете, действительно. В настоящее время есть большое количество наблюдений о том, что никакое количество алкоголя не будет полезным. Поэтому сейчас мы, кардиологи, диетологи, мы говорим категорически нет и употреблению алкоголя в любых количествах любого алкоголя. Сейчас появилось, так скажем, изделия с нулевым содержанием алкоголя, тем не менее относящиеся к напиткам, да, вот они влияют как-то на сердце. Безалкогольное вино, безалкогольное пиво. Если говорить о пиве, то, наверное, все-таки, пусть простят мне его производители, я опять же скажу нет даже безалкогольному, потому что в состоянии здоровья мужчин, в гормональном фоне мужчины происходят некоторые изменения при употреблении пива, поэтому появляется пивной животик и изменения вот в конституции и во внешнем облике. Это лишний вес и еще один фактор. Очень серьезный, да. Если говорить о вине безалкогольном, наверное, это сок, практически остается. И отнесем, наверное, к тем продуктам, в которые, если извне добавляется сахар, они не очень полезны с точки зрения прогноза по сердечно-сосудистой системе. Какие еще факторы?
Да, нового времени, скажем. Если к факторам вернуться, это избыточная масса тела, вы абсолютно верно сказали, очень серьезный и все более распространяющийся в настоящее время фактор риска. На каждый дополнительный избыточный килограмм массы тела у человека повышается артериальное давление на дополнительный 1 мм ртутного столба. Представьте себе пациента плюс 10 килограмм, это плюс 10 мм артериального давления, что в свою очередь приводит к последующим изменениям в сердечно-сосудистой системе и, может быть, серьезным фактором риска развития инфаркта или гибели пациента. Ну и так, алкоголь, курение, сон, стресс, избыточная масса тела, недостаточная физическая активность. Это тоже очень такой нехороший фактор. Эластичность сосудов на это не влияет. Реактивность сосудов на ту или иную нагрузку, поэтому мы говорим о кардиотренировках, о кардионагрузках, которые полезны. И, конечно, ни в коем случае мы не ратуем за то, чтобы наши пациенты занимались большими весами, потому что на сегодня тоже есть наблюдение, что те атлеты, которые занимались весами, у них развивается не просто поражение коронарных артерий, а даже кальцификация тех артерий, которые кровоснабжают сердечную мышцу. Каменеют они? Откладывается кальций, да, и наверняка вы знаете о нередких ситуациях, когда пациент-атлет, ведущий здоровый образ жизни, погибает в зале. Да, но вот эта нагрузка как раз не та, которая была бы полезна для сердечно-сосудистой системы. COVID-19 свою лепту внес в статистику? Сердечно-сосудистым. Серьезную лепту, да. На сегодня каких-то статистические данные по России, по Татарстану, либо по миру по распространенности заболеваний, наверное, сердечно-сосудистых, по росту распространенности, наверное, говорить рано. Опять же, период наблюдения не очень большой. Но мы полагаем, что, возможно, факт перенесенного коронавирусного заболевания можно будет отнести к факторам риска сердечно-сосудистых осложнений, потому что увеличилась доля пациентов, кто курит, кто мало двигается, у кого избыточная масса тела. Нередко коронавирусная инфекция осложнялась в виде развития миокардита, нарушения ритма проводимости или дестабилизации имеющихся дремлющих заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ну вот врачи советуют все-таки, когда немножко даже заболел, при небольшой температуре, при небольшой слабости оставаться дома, не ходить на работу, не только для того, чтобы не заражать других, а и для того, чтобы еще и свое здоровье сохранить. Так ли это? Абсолютно с вами согласна. Если вы чувствуете недомогание, не нужно никакого геройства, и переносить заболевания на ногах нельзя. Почему? Потому что, к сожалению, те осложнения, о которых я как кардиолог могу говорить, они не коррелируют со степенью тяжести вирусной инфекции. И мы видим очень серьезные осложнения, при том, что пациент перенес небольшие катаральные явления, повышение температуры 37-37,2, перенес это на ногах. Но вот этого каких-то параллелей между степенью тяжести вирусной инфекции и степенью тяжести поражения сердечно-сосудистой системы, вот таких очевидных параллелей нет. Поэтому очень важно прислушаться к себе. Как правило, вирусная инфекция сопровождается слабостью, недомоганием, и действительно нужно находиться в ограниченной физической активности. Вы как-то рассказывали, что был случай, когда женщина перенесла небольшую простуду, а потом ей пришлось сделать сложнейшую операцию на сердце. Да, эти ситуации нередкие, к сожалению. На сегодня у нас есть возможность помочь, и действительно и большая хирургия, и эндоваскулярная хирургия. Нам все в помощь, но, конечно, не хотелось бы, чтобы доходило до этой потребности. Правда ли, что кардиологи могут вычислить потенциального своего пациента по внешнему виду? Конечно. Рассказывайте. Я, наверное, расскажу о самых ярких проявлениях. Если мы говорим о нарушениях липидного обмена, то есть повышенном уровне холестерина, то есть такие внешние признаки. К сожалению, встречаются не у всех, у кого повышенный уровень холестерина, наверное, у каждого третьего пациента при очень длительном, очень выраженном повышении. Это так называемые липоидные дуги роговицы, когда по контуру роговицы в молодом возрасте появляется такое белесоватое кольцо, и мы, кардиологи, конечно, уже при взгляде в глаза пациента можем понять, что здесь серьезное нарушение липидного обмена. Это так называемые ксантелазмы, то есть образование отложения избыточного количества холестерина переорбитально вокруг глаз, и могут образовываться ксантомы на коже, либо... Ксантомы это что такое? Это тоже отложение холестерина или триглицеридов, которые располагаются на коже, как правило, вдоль сухожилий. Но еще раз повторю, это встречается, к счастью, не часто, но тем не менее наши пациенты, обнаруживающие такие изменения, либо доктора, кто это видит, направляют пациентов к нам, к липидологам. Но есть еще, с вашего позволения, расскажу, чаще распространен, на что нужно обратить внимание.
так называемый метаболический синдром. Здесь такая триада. Избыточная масса тела, и не просто масса тела за счет мышц, а именно за счет увеличения окружности талии. Если вот этот тип ожирения, так называемый тип яблока или мужской тип, когда откладывается именно в области талии, увеличена окружность талии и, соответственно, масса тела, мы понимаем, что у этого пациента высокое давление, может быть повышенным сахар и высокий уровень холестерина. А низкое давление может быть опасным или нет? Если это норма для нашего пациента, для человека, о котором мы говорим, это не опасно. Это его особенность вегетативной нервной системы. А как свои потенциальные риски рассчитать обычному человеку? Каким образом? Если у обычного человека нет никакого заболевания на сегодня, диабет, почечная патология, любой сердечно-сосудистый, если нет, то тогда можно использовать шкалу. Шкала называется СКОР. В настоящее время актуальна шкала СКОР-2. Очень просто, с учетом возраста, пола, цифр артериального давления, с учетом уровня холестерина, можно рассчитать, ну и курение, не курение, можно понять, каковы риски развития фатального сердечно-сосудистого заболевания в ближайшие 10 лет по шкале СКОР. А где ее найти, эту шкалу? Это только у врача или можно где-то в интернете? Конечно, можно рассчитать и свой сосудистый возраст с помощью таких простых шкал, но еще это все очень доступно во всех средствах, доступных пациенту, во всех средствах информации. На что обращу внимание, единственное, это актуально для тех, у кого нет какой-либо патологии. Если уже есть сердечно-сосудистое заболевание, либо сахарный диабет, мы понимаем, что риски осложнений высоки, и эти шкалы, они не теряют свою актуальность вот для таких пациентов. А диспансеризация может ли выявить? Конечно, диспансеризация как раз и использует вот эту шкалу СКОР. Диспансеризация – это такое сито, которое позволит просеять все население, для того, чтобы выявить или не выявить ранние признаки заболеваний сердечно-сосудистых либо онкопатологии. По вашим наблюдениям, меняют ли люди образ жизни, когда им сообщают их перспективу на ближайшие 5, 3, 7 лет? Готовы ли они побороться за свое здоровье, от чего-то отказаться? Вы знаете, все это очень индивидуально. В подавляющем большинстве случаев нас наши пациенты слышат. И наши пациенты, и члены семьи. Естественно, если мы говорим о серьезной катастрофе, которую перенес пациент, это однозначно. Это всегда является, в подавляющем большинстве случаев, таким поворотным моментом, когда наши пациенты откликаются и жалеют о том, что не прислушивались к докторам раньше. Вот очень часто приходится слышать даже от своих знакомых, что врач мне назначил лекарства, которые поддерживают определенный фон, но я не буду их пить, потому что я боюсь привыкнуть, и они чем-то вредны, нанесут мне больше вред здоровью. Вот что им можете сказать? Вы знаете, Татьяна, я очень благодарна, что вы эту тему подняли, потому что немалое количество роликов в средствах массовой информации, когда какие-то псевдо-коучи или псевдодоктора, не имеющие образования и знаний, компетенции, призывают не принимать лекарственные препараты, а можно воспользоваться какими-то альтернативными методами коррекции состояния здоровья. В действительности ведь все, что мы назначаем, это я имею в виду докторов традиционной медицины, все эти препараты имеют очень серьезную доказательную базу по влиянию не только на течение заболевания, но и глобально на прогноз пациентов. И когда мы встречаем пациента с какой-либо патологией, либо с рисками развития этой патологии, мы задумываемся не только о том, чтобы сейчас помочь, но чтобы сохранить жизнь, сохранить здоровье, продлить жизнь нашему пациенту. И назначаем эти препараты, первый принцип медицины, вы знаете, не навреди. Ни в коем случае те препараты, которые могут принести какой-то ущерб или вред, никто из нас не назначит. Если есть у нас какие-либо опасения, что могут в индивидуальном порядке проявиться побочные эффекты, мы для этого приглашаем пациента на контрольный визит для оценки эффективности и безопасности терапии. Если увидим, что есть какие-то побочные эффекты, естественно, мы эту терапию отменим, заменим на другую. Но глобально мы заботимся именно о сохранении здоровья пациента. Очень часто тоже еще такой аргумент приводит, что я всегда жила с высоким давлением, и мне с ним хорошо. И врачи не слушаются. Именно поэтому он и попал к кардиологу. Именно поэтому гипертонию называют тихим или немым убийцей. Потому что тогда, когда разовьется катастрофа, и пациент поймет, что что-то не так, как правило, это уже очень серьезное поражение органов мишеней, которое закономерно развивается вследствие гипертонии некоррегируемой. А вот при современном условии уровня развития медицины, и мы сами очень часто были в больницах на съемках и даже на операциях,
Есть современные стандарты, мировые стандарты, расходные материалы, хирурги. Ну, действительно, вот руки золотые. Хочется их всегда обнять, этих врачей, которые по 16 операций проводят в день, которые беспрерывно проводят приемы. Вот все равно статистика не в пользу вот благополучия. Вот в чем причина-то? Вот люди не идут, люди до последнего ждут. Я, с вашего позволения, отвечу двумя, наверное, составными частями. Первое, мы видим вот статистику, которая не в пользу благополучия, но мы с вами сегодня не сказали о том, что есть статистика, которая в пользу благополучия. У нас увеличивается продолжительность жизни, да, и это успех. Действительно, вы абсолютно правы. Помочь пациенту сохранить его здоровье без участия пациента мы не сможем. Поэтому ключевое, наш пациент должен к нам прийти. Он должен прийти на диспансеризацию, если нет каких-то заболеваний. Если есть известные сердечно-сосудистые патологии, то мы приглашаем как минимум дважды в год на диспансерный визит для того, чтобы откорректировать состояние здоровья, ту терапию, которую пациент получает. Без взаимодействия с пациентом мы этого сделать не сможем. Я к сердечности хочу перейти. Вот есть такое понятие «хороший врач». И часто в понимании пациентов такой сердечный доктор, очень внимательный доктор. Подготовка специалистов. Сколько времени, насколько специальность кардиолог сейчас популярна? Эта специальность очень востребована. Она, наверное, набирает популярность, потому что тем специалистам, кто по призванию пришел в медицину, кто пришел в кардиологию для того, чтобы сохранять жизни, спасать жизни, сегодня есть возможность профессионального роста, и это здорово, когда молодые доктора рассказывают с восхищением, что приехал пациент, вот, к сожалению, тяжелый, и нам удалось сохранить его жизнь, и вот, восстановить те или иные параметры. Это здорово. Сегодня есть такая возможность, поэтому профессия кардиолога, она очень интересна молодежи. Относительно того, как долго нужно готовиться. Есть возможность прохождения ординатуры, это 2-летняя ординатура, ну и есть первичная специализация, она 4-месячная. В зависимости от того, какой вариант вы выберете для себя, что более комфортно, более удобно. Но нехватка специалистов все-таки сохраняется в республике? Вы знаете, на сегодня мы, наверное, единственный регион в России, кто достаточно хорошо укомплектован амбулаторными кардиологами. И в этом, конечно, благодарность меня как главного кардиолога Министерства здравоохранения и руководителя медицинских организаций. А на сегодня у нас, наверное, меньше 10 медицинских организаций в республике не имеют своего штатного амбулаторного кардиолога. То есть мы провели очень серьезную работу, ну вот такая совместная работа с руководителями. Нам удалось отучить терапевтов, врачей общей практики, либо привлечь новых специалистов на нашу территорию, потому что мы понимаем, что без амбулаторного кардиолога, к сожалению, справиться вот с этим невозможно. И вопрос скорее гипотетический. Сейчас модно говорить о психосоматике, и мы уже сказали, что сердечно-сосудистые заболевания мы все-таки относим, да, к таким заболеваниям. Вот, на мой взгляд, яростный человек такой вот, ну, который на нервах, он переживает большие спазмы, повышение резкое давление. Человек с мягким характером, тоже, говорят, надрывает сердце. Вот, мнение кардиолога, кто рискует больше? Яростный такой, злой человек или мягкий, добрый? Я думаю, что рискуют оба, потому что тот, кто яростный и злой, это выброс адреналина и всех не очень хорошо влияющих на сердечно-сосудистую систему гормонов и медиаторов, которые, к сожалению, действительно, вы правы, могут привести к какой-то катастрофе. Если человек тихий и мягкий, то это же не значит, что он не переживает. А беда в том, что он не отреагировал свои эмоции. А вот не переживает потом. Или не выплеснул, конечно. И вот эти эмоции, они должны быть отреагированы с тем, чтобы не было пагубного, какого-то губящего влияния, воздействия на сердечно-сосудистую систему. А как сохранить сердечно-сосудистую систему с учетом стрессов, да, и яростности, или как отреагировать, если этот человек тихий и спокойный, очень важно уделять время себе и тем занятиям, которые приносят вам удовольствие, для того, чтобы эту стрессовую ситуацию можно было отработать где-то. Кому-то это физическая нагрузка, кому-то общение с близкими. Вот мы плавно перешли к советам главного кардиолога Республики Татарстан. Что делать, чтобы сердечные болезни нас не настигли? Я, наверное, скажу банальные вещи.
не курите, не употребляйте алкоголь, питайтесь правильно, больше двигайтесь. Важно пытаться сохранять спокойствие, невидимое спокойствие, не видимость этого спокойствия, а именно душевную гармонию, душевное равновесие. Это возможно только при мудром отношении к своей жизни. Правильно, очень нужно высыпаться и заботиться о своем здоровье своевременно, проведя такую инвентаризацию, или ТО, оценив уровень давления, уровень холестерина, уровень сахара как минимум. И при первых признаках неблагополучия, конечно, обратиться к врачу. С какого возраста, мы сейчас еще раз определимся, с какого возраста все эти параметры, касающиеся сердечно-сосудистой, надо проходить ТО? ТО нужно проходить, мы говорим сейчас о взрослой сети, с 18 лет, но в действительности варианты диспансеризации для детей и медосмотров для детей, они тоже разработаны, существуют. Самое главное, чтобы наши зрители, слушатели, они откликались на приглашение медработников, будь то педиатры, будь то взрослая сеть, вовремя посетить поликлинику. Спасибо. С нами была Зульфия Фаритовна Ким, главный кардиолог Республики Татарстан. Будьте здоровы. Всего вам доброго.